Из enterprise надпись узырчабыз такастельным уроктарым көрербіз ибдегі тоқыстар. Көрчебе. Көрінче. Евгений, давайте начнем с вашей средним тоқыстарының посталыр. Так, ну, также вот первый, а потом второй абзац. Мин тыңда кирбизер барар одырбын. Ну, тут понятно, да, я завтра, оказывается, поеду в Кирбу, мы уже это разбирали. Мин таңда кирб парыр одырбын. Парыр одыр поеду, оказывается, поедет. Парыр одырбын, я, оказывается, поеду. Это бын, это аффикс первого лица. Мин одыр, да. Так, дальше. Так, ну мы первые три разбирали сразу, к четвертому перейду. Пыс, сахтир, турчапс, синже, ибзер, паркель. Ага, давай тут разберем. Давайте сначала мы пока тебя ждем, в хакасском языке пока ждем выражается идеей сах. Сахтып. Вот пока жди, сахтып тур. Вот так вот. Давай с этого будем исходить. Сахтып тур. Как скажешь, пис сахтып в будущем времени, в настоящем времени. Просто сахтып-тур в настоящее время. Давай сначала поставим сахтып-тур. Чабыс. Турща, да. Пис сахтып-турща быс. Вот, это мы в настоящем времени. Пис сахтып-турща быс. Мы пока ждем, да. Но мы пока тебя ждем, а ты сбегай до дома. Пис сахтып-турща быс. Так, пис сахтып-турща быс. Мы пока тебя ждем, а ты сбегай до дома и обратно. И дальше. Син, ибзер, паркиль. Же тут уже не требуется. Потому что син – ты, да, паркиль – сбегай. Вот подлежащее, да, паркиль – сказуемое. Ибзер куда? Домой. Ибзер, паркиль. А ты сбегай до дома и обратно. Паркиль означает до дома и обратно. В хакасском языке. Вот. Я вот тут союз А хотел как-то выразить, и вот Синже как бы написал. Тогда лучше, вот если ты сбегай, если там писахтып тушабыз, тогда лучше синтезен, лучше так будет. Синтезен это один вариант, и второй вариант син ибзер паркиль. Ну, если тезен не употреблять, син ибзер паркиль. А ты сбегай домой. А если без че убрать вот это синтезом ибзер паркель, ну а ты сбегай домой. Ну, вот примерно такой стиль. Писахтып тушабыз. Но в хакасском языке лучше сказать писахтып турар быз. Мы пока тебя будем ждать. Вот если правильнее выражать идею, в хакасском языке то лучше так сказать. Писахтып турарбыз. Мы пока тебя будем ожидать, а ты сбегай домой и обратно. Вот это предложение уже будет чисто хакасское. Писахтып турарбыз. Мы пока тебя будем ожидать. Син тезен ибзер паркель. Синтезен ибзер паркель. Давайте анаңдар. Сырыр көріндісір көріп алзыңыр. Так, вы в зеркало взгляните. Так, какая идея была? Вы в зеркало взгляните, посмотрите на зеркало на себя, да, имеется в виду? Или вы в зеркало не взгляните. Сырыр көріндісер, тут другой аффикс, көріп алыңар будет, скорее всего, так точнее будет. Сырыр көріндісер, көріп алыңар. Но смотрите, тут вот если скажем сырыр көріндісер көріп алыңар, тут объект, он не в зеркало смотрится, да, а смотрит на зеркало. Понимаете, да? Вот. Он может где-то сам себя в зеркало не видеть, но он кому-то может обратиться и сказать сырыр көріндісер көріп алыңар. Вы посмотрите на зеркало, может, оно это зеркало разбито, или что, да, вот что-то с этим зеркалом. Но когда человек сам на себя смотрит, сырыр
Көріндіске. Тогда надо употребить көрініп сам на себя. Көрініп ал. Посмотри сам на себя. Сірер көріндіске көрініп алыңар. Вы в зеркало взгляните сами на себя. Вот такой контекст будет. Сірер көріндіске көрініп алыңар. Вы в зеркало взгляните сами на себя. Вот примерно такая идея. Чьяндар. Олар қысқы маймақ тұрны киссаларлар. Так, они зимнюю обувь принудительно наденут, да. Так, олар қысқы маймақ тұрны киссаларлар. Предложение построено правильно. В русском языке точно перевод будет: они зимнюю одежду оденут, наденут. Ну да, вот, можно принудительно скобку взять. И все равно как бы они зимнюю обувь наденут. Да, ну, обязательно наденут. Можно тут так. Так точнее будет. Олар қысқы маймақтарына киссаларлар. Они зимнюю обувь обязательно наденут. Так, чьи шахсы? Ну, дальше падежные аффиксы. Менің абам одырчағым көзедіммім. Вот смотрите, давайте сначала. Одырчах, да, когда попадает между двумя гласными а и и, озвучается. Поняли, да? И дальше будет мином, одырчағым, а теперь көзедім. Көзедім пример. Вот көзедімім, тут все верно. Ну, потом обратите внимание дальше, потому что корень көзедім. Понял уже. Да. Ага. Смотрим. Сина. Сенің абаң, сенің одырчағың, Да, одырчағым. сенің көзедіммің. Во, көзедіммің. Поняли, да? Вот көзедім, корень слова. Ага. Теперь все верно. Ам орте. Дальше читаем. Аның абазы одырчағы көзедімі. Во. Көзедімі. Көзедімі. Его пример. Аның көзедімі. Его пример. Аның шахсы көзедімі. Его лучший пример, да. Хороший пример. Так, дальше. Біздің абабыз одырчағыбыз көзедіммібіз. Да, көзедіммібіз. Біз будет там. Көзедіммібіз. Да. Наш пример. Біздің көзедіммібіз. Так, наңдар. Сірернің абаңар одырчағыңар көзедімнер. Көзедімміңер. Инер. Көзедімміңер. Көзедімміңер. Ага, ваш пример. Так, оларның абазы одырчағы көзедіммі. Көзедіммі. Мягче. Мі. Көзедіммі. Ну, сейчас все поняли, да? Вот. Так, ладно. Анандар Оксана, Серерна, я недопоняла, пропустила, что во фразе надо было. Так, ну ничего страшного. Миным, халызым, көзенегім, нанжим и жем. Мой хлеб, окно, друг, мама. Синің халызың, көзенегің, нанжың и жем. Шахсы. Ну и дальше. Твой хлеб. Да, перевод не будет делать, понятно там. Ага, дальше. Аның халызы, көзенеги, нанжизы. Во, нанжизы. И жезы. И жезы. Да. Пстың халызы біз, көзенеги біз, нанжи біз, и же біз. Шахсы. Сірернің халазыңар, көзенегінер, нанжынар, и жеңер. Шахсы. Уларның халазы, көзенеги, нанжизы, и жезы. Ну, про шахсы так. Дальше, Наталья. Читаем пока первое предложение, потом разбираем по предложениям. Хорошо? Я. Минын он холым.
Теперь смотрите, вот помните, вот у вас там буква есть, нет в телефоне? Вот такая буква. Есть. Ага, все. Теперь понимаете, да? Мин – это мягкая основа и мягкогласная. Ин тоже мягкое должно быть. Ин – это твердое. То есть ми-ның никак не должно быть. Ми-ның должно быть. Понятно, да? Ми-ның он холм. Тут все верно. Он холм. Ми-ның холм. Моя правая рука. А как скажете, болит моя правая рука? Болит агр, если боль. Миним он холм агрше. Миним холм агрше. Ну, я так, для полноты предложения, допустим, да, чтобы фраза запомнена была так. Дальше. Миним. Миним азагым. Агр бинджи. Вот. Шахсы. Агр бинча. Ну, хорошо, ну, так, употребили, молодец. Так. Миним пасхы азагым агр бинча. Угу. Дальше. Минин хынжам öңним. Ага, а теперь смотрите. Мой любимый цвет. Хн любим. Ну, этот аффикс мы не проходили. На самом деле тут надо н поставить. Минин хнжам. Жам – это аффикс любимый. Это прилагательный, мы будем разбирать. Минин хнжам öңним. А так все верно. Мой любимый цвет. Минин хнжам öңним. Так, сейчас. Синин адын кем? Как твое имя? Да. Синин адын кем? Ортем. Синин аргызын одыр туршазын. Ага. Вот тут смотрите опять. Аргызын. Аргызын. Одыр-тур. Одыр-тур. Просто одыр тур, да? Да, просто одыр-тур. Это уже настоящее время идет. Аргызын одыр-тур. Действие совершается вот именно на данный момент. Вот именно вот этот модификатор тур говорит о том, что действие совершается сейчас, и он будет еще долгий период времени какой-то совершаться. Синен аргызын одыр-тур. Твой друг сидит, вот такой основательный сидит, да, расселся и никуда не торопится. Дальше. Анын хазыгы кюстик пик. Шахсы. Здоровье сильное, крепкое. Да. Хазыгы, поняли, да? Вот это его здоровье. Здесь правильно потребили шахсы. Анын сарны үнны хорлапша. Его песня или голос звучит. Да, но здесь вы он прописали, надо н, сарын, н, сарны, ны. Но смотрите, в хакасском языке хорлапша на самом деле это когда человек спит, да, храпит. Хорлирга, это храп, хорлапша. А если холапша, тогда это гулом разносится, ну, мелодия, да, гулом. Здесь, по-видимому, какой-то другой глагол надо будет употреблять. Анасарна, үне, может быть, кюлепши, но кюлепши тоже как-то некорректно, в общем. Ну, холапша, я так и хотела, как бы разносится какой-то такой. Да, холапша. Ну, холапша, знаете, вот, допустим, когда вы в раструб что-то кричите, да, вот идет гул такой, вот он, это не песенный такой гул, да, а именно звуковой, он объемный, он большой, но это не музыкальный звук. В музыке обычно... А как хороший звук, ну, такой приятный звук. Вот, я сейчас вот, обычно анасарна үне, вот в хакасском языке, вот... Тут такого глагола я сейчас даже навскидку вспомнить не могу. Сарнельче я бы написал бы, допустим, да, анам сарны үне и тык истельче тогда. Тут другими словами надо употребить. И тык истельче. И тык истельче лучше будет. И тык хорошо, истельче слышится, звучит. Анам сарны үне и тык истельче. Его песня, его голос слушается,
приятно. Вот так лучше будет. Так, и дальше. Стен тельбегебес, туркер. Поставь, попробуй наш танец. Да, Не- давайте сейчас разберем. Мгм. Ага. Так, а теперь смотрите, в хакасском языке поставить именно танец и вообще поставить употребляется глагол тургыс. Именно поставить. Тургыс, поставь. Да, без кёр пока. Тургыс, поставь. Допустим, көннек тургыс, ведро поставь. Стакан тургыс, стакан поставь. Допустим, машину тургыс, машину поставь. Тургыс. Тургскер, попробуй поставь. Да, верно. А теперь смотрите, дальше смотрим. Пистын, тургскер, там же у него объект есть, да. Кто там? Ну, негласно, там объект. Какой? Син идет, да? Син. Речь Ну да. да, син идет, да. Син. Смотрите, а уже раз син есть, это же подлежащее, объект уже есть, который действует. То есть он, это субъект, точнее говоря, есть. Тургскер, и он тоже вот это, к нему тоже уже есть тургскер. Следовательно, тельбегебис должен стать вменительным падеже. Как поставите? Тельбегезы. Тельбегебис. Ты. Тельбегебыс ты. Да. В общем, надо будет заучить вот эту фразу. Пистын тельбегебисты тургскер. Да. Допустим, кому-то советуете, вот кто-то пришел, и вы советуете, ну, пистын тельбегебисты тургскер, ну, попробуй поставить наш танец, сможете или не сможете, допустим, да. Пистын тельбегебисты тургскер, попробуйте поставить наш танец. Ну, вот теперь понятно, да? Предстыгба. Ну, в общем, просто сначала надо будет эту фразу просто заучить. Так, чья она дальше? Стен кирегбен орта шохтирга. А теперь давайте еще тоже посмотрим. Наше дело правильно говорить, да? Правильно говорить в каком смысле? Правильно говорить разговаривать или правильно говорить какие-то объективные, какие-то правила, что-то такое? Правильно. Ну, может быть, шохтирга это, ну, значит, произносить, может быть. А если Да. разговаривать, тогда Да. тогда Да. S надо Вот. вставить. Тут в хакасском языке, поэтому надо требуется уточнение. Если, допустим, правильно разговаривать, да, там будет один глагол, сейчас скажу какой. Разговаривать. Вот смотрите, правильно разговаривать, наше дело, да. Разговаривай в хакасском языке шохтан. Шохтан. А теперь сформируем инфинитив. Как сформировать шохтан? Шохтанарга. Ага. Шохтанарга. Орта шохтанарга правильно говорить. Теперь мы так правильно сделали. А теперь дальше смотрим. Пистен киреги. Вот кирек, да? Кирек дело. Кирек. Да. А теперь наша кирек. И мы примыкаем аффикс ибис там, да? Ибис. Кирегебес. Да. И к у нас тогда озвончается. Потому что между двумя гласными попадает. Между е и и. Понятно, да? К озвончается. И получается пистын кирегебис. Наше дело орта шохтанарга. Правильно разговаривать. Теперь все верно. Понятно? Представь, Я. Нандар. Терернен эдис хамазенар щун пирерзер. Вашу посуду помойте, пожалуйста. Так, вашу посуду помойте, пожалуйста. Так, теперь смотрите, опять, допустим, вашу посуду помойте, пожалуйста. Вы от кого-то требуете, чтобы их посуду помыли, да? Это кто-то, ну, вы обращаетесь к кому-то. Да, к какому-то лицу. Да, Вы. да, Терер. да. Сирер, вы, ну, помоете, это же вы помоете, да? Сирер, значит, уже субъект есть, сирер. А теперь помойте. Помой в хакасском языке щумпир. Да, щумпир, помой. Да, действительно, помой.
А теперь в будущем времени помойте. Как вы поставите? Просто в будущем времени шунпир. Так, шунпир, да, шунпир. Пирер. Да, и сирер как будет? Шунпир. Пирер. Зер. Нет, смотрите, сирер, пиренер. шунпиренер. Вот Пиренер. инер уже надо связать с местоимением сирер. Сирер, шунпиренер. Вот. Это действующий субъект. Шунпирнер, вы должны это сделать. Шунпирнер, сирер шунпирнер, вы помоете. Да? Вот, выяснили. А теперь вашу посуду. Сначала посуду давайте. Эдис хамс посуда. А помните, мы в винительном падеже должны поставить. Хамасты. Да, вот. Сирер эдис хамс шунпирнер. Пока давайте уберем вот это, да. Сирет эцхамстышунпирнер. Теперь уже точнее. Вы помоете посуду. А теперь вашу посуду. Вот, имеется в виду свою посуду. Да? Вот. В хакасском языке лучше употребить пос. Такое местоимение. Своя посуда. Да? Постарн. Но вот когда мы употребляем постарн вы сами, постарным ваше свое посуда, и посуда тогда эцхамусты тоже надо будет поставить в притяжательном местоимении, в притяжательном контексте. Постарным эцхамус посуды же, да, тар ным. Ну, в общем, пока не заморачивайтесь на вот эти вот сложновато, но не заморачивайтесь. Я просто объясняю, почему, чтобы вы понимали, какие связи вот в хакасском языке формируются, да, между словами. По старым эцхам старым шумпиргер. Сырер по старым эцхам старым шумпиргер. Вашу посуду помойте, пожалуйста. Вы там поели, там что-то сделали, да, и вы просите, чтобы они не просто убежали, и просите, чтобы они свою посуду сами помыли. Ну, больше всего, может быть, к ребятишкам это относиться будет, или еще какая-то домашняя ситуация. Понятно, да? Вот. И че. Так, ага. Ну, теперь дальше, че, Анандар? Серернен. Одержагенар. Пирерзер. Угу. Давайте тоже разберем. Так, ваш случай передайте. Идея какая? Передайте кому-то другому. Нет, мне, Так. например. Так, ага, ваш стульчик передать им. Ну, так, передать. Перенер, да? Сырер одержагар. Мы винительный падеж. Так, и причем, смотрите, так, опять субъект сырер, да? Ну, там он должен быть, там вот. Сырер, вы. Одержагарны. Пиренер. Ну, немножко мы тут, конечно, отходим от контекста, допустим, да, пиренер, сирер. Одержагнарно пиренер. Сирер, пиренер. Вот, сначала важно вот это вот сформировать. Пиренер. А дальше уже потом, ну, это мы потом уже со временем будем разбирать. Одержагнарно там тоже следующий класс аффиксов. Так. Можно спросить, одерчах, он как и лавочка, и как стульчик, да, можно использовать? Да. И как лавочка, и как стульчик. Вообще любой предмет, где можно сесть, можно обозвать одышем. И табурет, и даже если вы в лес пошли, допустим, пречерде, можете сказать пречерде, одержах, тап алыржах, одержах, место, куда бы присесть, да. Там это может быть пень какой-нибудь, да, это тоже будет одержах, если туда можно присесть, и вы, если приспособите для того, чтобы там на нем садиться. Это тоже будет одержах. Это, скажем, бревно взяли, это из бревна там что-то, да, это тоже одержах. То есть любой предмет, пригодный для того, чтобы сесть, это одержак в хакасском языке. Так, одержак, наверное, перенер. Так, дальше. Оларным алы рах пополща. Так, их деревня далеко ли находится? Вот в хакасском языке можно обойтись без полща, если, допустим, выражается, да, их деревня далеко ли находится?
Улырның алы ырах па. Далеко ли? Ну, находится, возьмем в скобку. Вот так вот. Их деревня далеко ли? Допустим, да. Улырның алы ырах па. И этого достаточно, чтобы человек понял, да, далеко ли деревня находится. Если находится, улырның алы ырах, туршабы тогда было бы. Стоит. Улырның алы ырах туршабы. Но это уже как бы не совсем обязательно, если вы хотите просто справиться в теме, что далеко ли вообще это или близко. Да? Улырның алы ырах па. Но самое главное, что вы правильно просклоняли вот падежи по падежным окончаниям, ну, в смысле, по вот, местоимению по падежам. Вот это вот важно соотношение. Внутри связи, внутри предложения, конечно, вот здесь более усложненные, ну, это уже потом по мере развития речи. Но, в принципе, прай шахсы хорошо. Хомейнимес. Так, давайте мы сегодня еще почитаем словник, вокабуляр. Хорошо? Давайте я хочу предложить вам. Сейчас, подождите, переключу странички. Так, сейчас, подождите. Кюрчебе. Кринче. Так, мы в прошлый раз остановились на тигр. Небо. Давайте, Евгений, по 20 слов будем дочитывать. Вокабуляр. Хорошо? Если остальные, Наталья и Оксана, если непонятно, допустим, да, слова, скажите, вот можно остановить, что это слово для меня новое, и мы будем пояснять. Хорошо? Давайте, Евгений. Тигр и дальше. Тигр хуры. Тигр хуры. Вот, смотрите, как сформировано хур. Хур буквально пояс. Пояс неба, если перевести, вот получается. Тигр хуры. Ну, в русском контексте радуга. И в хакасском языке это радуга. Тигр хуры. Пояс неба, буквальный перевод. Дальше. Тин. Тин. Белка. Белка. Тирен. Глубокий. Тирен, да, глубокий. Угу. Там в конце или н. С хвостиком, да, там? Да, с хвостиком. Тирен. Тирен. Угу. Тг. Тг кизи, тот человек. Тг туре, тот дом. Дальше. Тгз. Тгз. То же самое, смысл тот же. Тгз, но тгз, может быть, по месту расположения просто дальше находится, чем тг. Тг туре, тгз, он еще дальше, чем вот, который вы только что говорили, да. Вот разница между ними, ну, примерно. Так, дальше. Тыль, язык. Тыль, ага. Тыс, зуб. Тыс, понятно, так, ага. Той, свадьба. Пир, ага. Пир, ага. Глина, вот глина, то, что да. Глина. Да, вот, допустим, той, ну, свадьба, понятно, да, сабантой, в тюркских языках везде это много, и глина, той, тоже, ну, они амонимы на самом деле, это не одно и то же слово, это два разных, ну, они просто амонимы. На самом деле это не второе значение, надо бы их вообще той, допустим, прописывать разных, вот, да, это амонимы, это не второе значение. Вот разница. Вот, да, ну, поехали дальше. Тогзон 90. Угу. Тоган. Работай. Да, работай. А работать как будет? Тогнерга. Тогнерга. Орта. Тогс. Работа 9. Ну, да, и 9. Ну, да, тут, конечно, это не как второе значение, да, тогс в одном значении это работа, и амоним это не второе значение, а амоним, ну, тут для удобства, видимо, прописывали, тоже тогс это 9. Но это не одно слово в двух разных значениях, нет.
у одного слова есть там разные значения, там немножко другая категория, да, а это именно амонимы. Они совершенно разные слова. Это не одно и то же слово. Просто звучат одинаково. Ну, вот я вот это хотел сказать. Чианандар. Дальше. Тогр напротив, Мгм. тоже на сёс. Да, тогр. Миннан тогр, напротив меня. Миннан тогр турша, напротив меня стоит. Пстен тогр, напротив нас. Дальше. Тон шуба, Мгм. тон мерзлый, Злый, да. Тон, пустон, ну, не пустон, а Тонкюль, допустим. Кюль – это озеро. Тонкюль, мерзлое озеро. Дальше. торг шелковый шелк, Тоже, да? Мгм. тюзик частых, постели, постельное Да. белье. Тюзек частых. Тюзек частых. Мгм. Тек, лить, лей, Тек лей, а лить как будет? текерге, Во, тегырга. Тегырга будет лить. ага. Тегырга. Сух тегырга. Воду лить, допустим, да. Сух тегырга. Шарабас. Воду лить нельзя, допустим. Дальше. Тюрентиль, родной язык. Тюрентель. Тюрентель. Так, еще раз. Тюрентиль, Да, тюрентель. Мгм. черт 4, Тобен, туман. Да. Дальше Наталья. 20 слов примерно. Так. Туза, польза. Тузе. Тузе польза. Так. Тумма, младший брат или сестра. Да, тума. Тур, Мгм. турарга стоять. Во. Тура стоять. Уж там. Туз, время. Мгм. Ол, тустан, сыга Так. этого времени. Да, ол тустан сгара. Сгара, как бы исходящая с этого времени. Ол тустан сгара. Начиная с этого времени. Туз, соль. Да, вот тут правильно А. прописали. Туз – это тоже амоним, одинаково звучат. Это не одно и то же слово даст. Вот. Туз, соль дальше. Тюлюгу, лиса. Угу. Тынах, кюны, выходной. Да, тынахканы, выходной урта. Тынан, отдыхай. Угу. А отдыхать. Тынарга, Во. Тынанарга, отдыхать. Угу. тын, сильно, громко очень. Угу. Можно употребить Уга, фразу, допустим. тоже очень. Тынхсхрба. Сильно не кричи. Тынахтыба тоже сильно не кричи. Да. Уга. Так, дальше. А есть разница, как где использовать какое обозначение? Где уга, а где тын? Так, есть, вот, допустим, тын, вот я сейчас сказал, да, тын ахтб, сильно не кричи, но уга ахтб уже не скажешь. Тын имеет, тут надо смотреть уга, тут степень сравнения по каким-то признакам, допустим, уга магат, качество, какое-то качество сравнивается. Уга шахсыкзе, очень хороший человек. Уга пёзик, вот эти вот прилагательные, вот они, скорее всего, употребятся уга. Тын шахсыкзе тоже можно сказать, наверное, тын силик, да, но уга шугурбе, допустим, уже не скажешь. Тын шугурбе можно сказать сильно не беги. А уга шугурбе не скажешь. Нужно сказать уга тын шугурбе. Очень сильно не беги. Вот как-то так. Уга больше всего все-таки к прилагательным относится. Дальше. Уда, Часто уда. тоже насёс. Угу. Удур, навстречу. Удуртильче навстречу идет, допустим, да. Удурла, Удурла. встречай. Угу. Удурлирга, Удурлирга, встречать. встречай. Узу, спи. Угу. Узирга, спать. Узун, длинный. Улуг, большой, сильный. Ужа, бабушка. Ухсун, лук или муксун. Ущугарга,
летать. Ужух – лети. Вот, тут все хорошо сделано. Так. И так, сейчас. Убюр – дуй. Так, Убюрер – да, вот. югре. Сейчас дальше. Оксана. От слова «угря». Югре суп. Югрен учиться. Югренерго. Вот. Угренерго. Югренерго. Да, угренерго учись. Югрен учись. Мгм. Югречи учитель. Мгм. Уксу огурец. Угрсы. Юлюкон праздник. Так. Мгм. Уксу. Мгм. Юлюкон. Юн голос. Мгм. Юр долго. Юрге Вот надолго. смотрите. Вот ур. Юс. Подождите, сейчас тухтангар. Ур то же самое. Ур. Одно значение долго. Ур парша. Долго идет. Амоним – это не второе значение, не третье значение, это просто амоним. Плести, урер-ур, плети и плести урерга. Допустим, сас урерга, плести волосы. Сюрмес урерга, плести сюрмес, да. Вот в этом значении употребляется. И третий амоним – это не значение, именно просто они звучат одинаково. Адей ще, собака лает, ур лай. Адей ще, собака лает. Понятно, да? Вот это три разных слова амонимы. Вот. Дальше. Юрге надолго. Урге надолго. Юс. Урге пару быстрее надолго ушел. Ага, дальше. Юс. Три. Рвать. Да. Прервать. То же самое амонимы. В одно употребление три. Второе рвать, прерывать. Зерга. Рвать. Допустим, щип. Рви нитку, да. Щип зерга. Рвать нитку. Ну, давайте еще одно слово зачитаем, у нас время уже заканчивается. Üstü. Вверх поверхность. Üstü вверх поверхность. Давайте мы на этом сейчас остановимся. Ну, в общем, мы так 360 слов где-то просмотрели. Ну, все слова понятны были, которые вы сейчас здесь прочитали, Оксана? Новые или сколько новых примерно слов было? Ün. Голос. Ну, всего, несколько слов было непонятных, если все читали. Большая часть понятна, да? Знакома. Да, большая часть понятна. Ну ладно, сейчас время у нас заканчивается. Чем дома давайте мы по падежам еще раз сделаем задание, и завтра, в понедельник я предложу новую тему, там еще раз будем повторять модификаторы, до биомодификаторов.